Всероссийский государственный институт кинематографии открыл студенческий фестиваль. Вот уже более 50 лет эта площадка дает возможность молодым режиссерам заявить о себе. В течение 5 дней участники будут показывать работы в формате онлайн-трансляций. Виктория Денисова обо всем подробнее. Вот уже в 40-й раз молодые и талантливые кинематографисты представляют свои работы на фестивале, чтобы побороться за звание лауреатов и за главный приз фестиваля. Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков – это лишь некоторые имена тех, кто когда-то победил в Международном фестивале кинематографии. Московский ВГИК выступает организатором такого масштабного события с 1961-го. Однако в этом году впервые за свою многолетнюю историю конкурс проходит в онлайн-формате. Традиционно программа смотра насыщена интересными работами молодых авторов, имена которых, уверенно, впоследствии станут известны в мире кино. Особенность проекта в том, что он вдохновляет не только тех, кто хочет связать свою жизнь с кинематографией, но и представителей других направлений искусства. 55 фильмов, 40 стран-участниц и более 10 тысяч зрителей. Таков масштаб фестиваля в этом году. Номинаций 3 – игровое и неигровое кино и анимация. В то же время тематика работ разнообразная. Любовные драмы, рассуждения о проблеме отцов и детей, кинокартины о войне и мире и многое другое. Молодые режиссеры не обошли стороной и тему, которая близка прежде всего им самим. На стыке воображаемого и реального рождается творчество. Именно этой проблематике участники из Сербии посвятили свою короткометражку. При этом авторам удалось смешать воедино съемку и мультипликацию. Сам же фестиваль состоит из 2 этапов. Первый – очный, который уже прошел в Москве. Теперь настал черед зрителей определить победителя. В этом году в региональном этапе принимают участие около 30 субъектов России. Определяется программа лучших работ в разных жанрах. Это и документальное кино, и анимационное кино, и игровое кино, которые формируются в несколько программ с разным возрастным цензом и предлагаются на суд зрителя на региональных площадках по стране. Наш регион тоже принимает участие в фестивале. С 16 по 20 ноября в столице Коми на нескольких площадках пройдут трансляции работ участников. Одна из таких встреч уже состоялась в юношеской библиотеке. В четверг и пятницу присоединиться к просмотру картин можно и в кинотеатре «Октябрь», колледже культуры имени Чисталева и в зале Коми-кино. Виктория Денисова, Павел Фетисов, телеканал Юрган.